Всем здравствуйте, ассаляму алейкум. С вами Башкорт Арчери. Как я обещал, насчет оперения стрелы. Как его наклеить, как подготовить стрелу, не имея никаких инструментов. То есть вручную все. Как это я вначале делал. Поэтому не у каждого, скажем, есть возможность сделать стрелу. То есть не то, что сам шафт подготовить. Да, допустим, подготовили шафт, все вот это вот отшлифовали, все подготовили, но как сюда приклеить стрелу, как сделать ног, об этом будет видео. И что хочу сказать, я до этого пытался снять видео, но оно у меня получилось слишком длинное, поэтому я буду снимать это все поэтапно. Для начала нам нужно что? Это вот такой вот шафт. Понадобится вот такой вот ног. Конечно, мы могли бы поставить сюда вот так вот ног и решить проблему. Но, опять-таки, не у каждого есть под рукой такие ноги купленные. Да, это надо заранее подготовиться и купить. Поэтому для чего мы его взяли? Потребуется карандаш с циркулем. Потребуется сантиметровая лента. Потребуется сверло размером 3 миллиметров. Вот, то есть мы сейчас в ног засовываем. И вот это вот отверстие, оно как раз под тетиву. То есть размер должен быть стандартный. В принципе, поэтому сверло, если больше будет 3,5, то оно уже будет большое. И дискомфортно будет, если честно говоря. Для начала мы берем вот, допустим, шафт. Ставим вот так вот ног. И вот тут вот отмечаем циркулем. У циркуля жало длиннее, поэтому отмечаем циркулем. Можно карандашом. То есть вот такое вот отверстие сделали. Закернили, чтобы у нас сверло не соскользнуло. Теперь берем шуруповерт. Я сейчас вот камеру подготовил. Мне не получилось непрерывную съемку сделать. Поэтому приходится переключать. И как бы поэтому я начинаю сверлить, где я закернил. Вот таким образом. То есть смотрим, да, надо ровно держать. Чтобы дырка получилась ровная. Вот смотрите, то есть сделали. Сейчас нам надо пропилить место для тетивы, где будет это входить. Для этого нам потребуется ножовка по металлу. Берем мы ножовку по металлу. А такую, она всякую у каждого есть, поэтому труда не составит. И аккуратненько начинаем вот так вот пилить. Таким образом
пропилим. Весь процесс пропиловки я не буду снимать, потому что займет очень много времени в видео, и это вас утомит. Ну вот, значит, таким образом мы отпилили. Теперь берем, можно наждачной бумагой, можно вот таким вот надфилем, так маленько отшлифовать. Вправляем. Придаем более такой эстетический вид, чтобы был похожий на ног. И чтобы пальцы не зацеплялись там за тетиву, не зацеплялось. Нужно таким образом округлить. Посмотрите, так вот округляется. Надеюсь, видно. Дальше что мы делаем? Значит, для наглядности я покажу стрелу. То есть, вот видите, вот одинаковый цвет. Тут получается другой цвет. И это является направляющей для стрелы. Поэтому нам надо сделать другого цвета. А чтобы другого цвета было, вот именно на ноги, получается, противоположность должна быть другого цвета. И нам надо будет там начертить черту. Как мы ее делаем? Мы ее делаем таким образом. Так, чтобы видно было более-менее. Для начала, чтобы начертить линию, мы должны отметить расстояние от конца, то есть от края нока до конца пера, то есть где у нас перо будет начинаться. Но обычно раньше я брал по 5 сантиметров, то есть где-то вот так. Но в последнее время я беру поменьше, поэтому на этот раз сделаем 3,5 сантиметра. 3,5 сантиметра. Отмечаем ее в круговую вот так вот, чтобы нам в дальнейшем удобно было высчитать. Ну и длина оперения бывает разные. Кто какие ставит. Можно поставить оперение сантиметров 15. То есть, представляете, да, вот где-то столько. Но я обычно делаю 4-дюймовые. То есть это 10,5 сантиметров. Возьмем вот так вот 10,5 сантиметров. Отмечаем. Крутим. Не обязательно эти черты там, вот эти, которые чертим, отмечаем, делать четко. Главное, чтобы видно было, удобно было работать. Поставим линейку. Держим вот таким образом. Вот мы прочертили линию. Смотрите. Ее четко видно. То есть противоположность над противоположность над пилу. То есть где тетива входит, мы сделали вот для именно для направляющей стрелы. Еще что хочу сказать. В свое время я для удобства сделал себе вот такую вот
дощечку. Здесь вот пропилил фрезой место для стрелы, чтобы вот так вот шафт ложил, и можно было удобно его крутить. То есть, если есть возможность, то можете вот так, ну, что-нибудь другое подобное использовать. Теперь для чего нам сантиметровая лента? Вот именно сантиметровой лентой мы будем определять расстояние между перьями. То есть, вот видите, расстояние между перьями, вот это надо распределить. Так как у нас нет специальной пироклики, то есть у вас нету, будем использовать сантиметровую ленту. То есть, начиная вот так вот от линии, я использовал 9 миллиметров. То есть, тут 9 миллиметров отмечаем. Так, от этой линии тоже берем 9 миллиметров отмечаем. И в другую сторону точно так же, противоположную, тоже отмечаем по 9 миллиметров. Так, пока неудобно, сейчас я отмечу. Вот смотрите, я сейчас хочу показать, видно, не видно. Так, не видно. Еще вот смотрите, как-то более-менее, чтобы видно было. Вот я начертил еще карандашом, но все равно не видно. То есть более-менее, я думаю, что вам понятно. Мне камера не позволяет снять вот четко, что такие вот линии должны быть. Ну, сейчас попробуем тут. Нет, не получается. В общем, вначале я использовал с 3 сторон вот так вот чертил, отмечал все это. Первые стрелы, первые стрелы, 3 стрелы, которые я делал, вообще, где я чертил, там я вырезал канцелярским ножом такой маленький канавки, чтобы туда можно было перо засунуть. Это лишние хлопоты, тем более при современном, скажем, разных количествах клея, которые клеют хорошо, то эти уже канавки, они ни к чему. Поэтому, то есть, вот шафт сам по себе, он уже готов для склеивания